بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. По милости Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем с вами наши уроки, посвященные именам Аллаха Субхану ва Тааля. И на прошлом уроке мы остановились на имени Аль-Халик. Аль-Халик, сказали, это имя переводится как? Как? Творец. То есть тот, кто создает из ничего. Создает из ничего, из пустоты. И сегодня, иншаллах, продолжим этот урок, это имя. И хотелось бы начать с хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором это имя упоминается. Оно звучит так: «Ля та'ата ли махлук фи ма'сияти л-халик». Нет подчинения творению в ослушании Творца. Нет подчинения творению в ослушании Творца. Это великий хадис, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам завещал. И этот хадис каждый мусульманин должен взять для себя за основу, как правило. В какой бы ситуации он ни был, должен помнить этот хадис. То есть, что означает хадис? Мусульманин, человек, он не должен подчиняться творению, кем бы оно ни было, да, творение Аллаха Субхану ва Тааля, если оно требует от человека или зовет, призывает человека к чему? К ослушанию Аллаха Субханаху ва Тааля. И тут нет разницы, кем бы ни было это творение. Он может быть близкий родственник, он может быть родителем человека, он может быть высокопоставленным человеком, личностью. Если он призывает человека к ослушанию Аллаха, к ослушанию его законов, или же не напрямую приказывает, а косвенно намекает на что-то, что лучше бы ты это не делал, или лучше давай пойдем с нами, да, зовет человека на грехи, то тут мусульманин ни в коем случае не должен им подчиняться. Аллах Субхану ва Тааля в Коране даже касательно родителей сказал: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Мы знаем, что положение родителей велико, особенно положение матери. И оно стоит на втором месте после прав Аллаха Субхану ва Тааля. После того, как человек выполнил права Аллаха, выполняет его права, второе право – это право родителей. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: если они призовут тебя или заставят тебя предать Аллаху сотоварища, то не подчиняйся им. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Но относись к ним в делах мирских благочестиво. Даже если родители, видим, да, человека призывают к греховному, он не должен им подчиняться. И к чему же это приведет, если человек будет подчиняться этим людям? Об этом поясняет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله غضب الله عليه وأغضب الناس عليه. Хадис звучит следующим: тот, кто ищет довольство людей, пусть даже через гнев Аллаха, то Аллах разгневается на него и отвратит сердца людей от этого человека. То есть эти сердца, довольство которых он ищет, они в конечном итоге будут разгневаны на него. И говорит наоборот, кто же ищет довольство Аллаха, пусть даже путем гнева людей, недовольства людей, то Аллах Субхану ва Тааля будет им доволен.
и Аллах Субхану ва Тааля сделает людей довольными им. Вот этот великий хадис также, это результат. И он не легок в исполнении. Мы сами это знаем. Разные бывают ситуации. И мусульманин, он должен этот хадис помнить. Если какое-то действие, которое он совершает, дабы достичь довольства знакомых, друзей своих родственников, своих родителей, своей супруги, да, хатын айта, сакалың бигрәк ямсыз, кырбат әле ди. Супруга говорит, что-то у тебя борода длинная пошла, укороти ее, что-то некрасиво. Или муж, наоборот, супруге что-то говорит касательно одежды, или касательно поклонения. Или же родители в отношении ребенка, они жалеют его, время утреннего намаза настало, ладно, пусть поспит еще немножко, да? Вот. Или будь это касательно каких-то праздников, которые к нам, например, сейчас приближаются, праздник, который не является мусульманским праздником, да? В такие ситуации тоже могут в гости позвать, приди, посиди, да, ты не будешь там выпивать, да, но ты идешь туда, на этот запретный праздник, на это место, где совершаются грехи, где ослушаются Аллаха Субхану ва Тааля, и ты идешь туда для чего? Для того, чтобы заслужить довольство этих своих родственников или друзей, которые тебя позвали. Вот. Или на работе, скажем, что-то происходит. На работе от тебя требуют оставить какие-то каноны шариата, каноны религии. Там время намаза наступило, и ты думаешь, ладно, сейчас не могу, пока попозже прочитаю, когда домой вернусь, на работе не получается. Вот такие вот моменты, где ты, стесняясь людей или боясь их, и человек ищет их довольство, и при этом ослушается Аллаха Субхану ва Тааля. И что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах сделает в таком случае? Аллах, естественно, разгневается на него. Но не только это. Те люди, довольство которых он ищет, так стараясь, даже ослушаясь Аллаха, в конечном итоге они будут на него разгневаны и не будут ими довольны. И сердца в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Он распоряжается ими, как пожелает. И мусульманин должен это понимать. Какое бы действие ни было сложным, и как бы люди на тебя не смотрели от этого, если это приказ Аллаха, это религия Аллаха Субхану ва Тааля, то в ней нет места мнениям или словам, да, или упрекам людей. Как из качеств верующих является то, что они не боятся упреков или же издевательств издевающихся. Мусульманин никогда не должен этого бояться. Истинно верующий, он никогда этого не боится и не стесняется своей религии. Он говорит, я мусульманин. И какой бы часть религии не было, если кто-то над ней насмехается, он твердо стоит на ней и защищает ее. И никогда мусульманин не ищет довольства людей. И в другом риваяте, в другой версии этого хадиса, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кто ищет довольства людей, даже путем гнева Аллаха, то Аллах возложит или оставит этого человека в руках людей. То есть, кеше кулына кала кеше, татарча айтканда. В руках людей останется. То есть Аллах Субхану ва Тааля, можно сказать, отвернется от него. А тот, кто говорит, ищет довольство Аллаха, даже путем гнева людей, недовольства людей, то Аллах говорит, обеспечит его сам и не оставит его в руках людей. То есть человек ищет довольство человека, чтобы заработать себе какие-то денежки, да? Какое-то имущество себе заработать. Такое бывает. Как же, говорит, на работу не берут меня, или на работе там придираются из-за того, что я намаз читаю там, или из-за того, что у меня борода, или еще какие-то моменты, да? И вот, говорит, если он это вытерпит и не оставит повеление Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах, он сам его
обеспечивать будет. Аллах Субхану ва Тааля сам его обеспечит. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, как в аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, кто боится Аллаха, то Он сделает ему выход из любой ситуации. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, и даст ему ризк, то есть пропитание, оттуда, откуда он этого даже не ждет. И эти хадисы — великие наставления пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые каждый мусульманин должен помнить и истинно верить, и знать, что это истина. Это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если мы пойдем, будем совершать так, как он нам повелел, то результат будет тот, который он нам в хадисе обещал. И в продолжении имени Аль-Халик разберем один аят в суре Аль-Хашр, 24 аят, где Аллах Субхану ва Тааля приводит 3 имени, близкие по смыслу, и говорит: «Хуаллаху аль-Халик, аль-Бари, аль-Мусаввир». Аль-Халик, аль-Бари, аль-Мусаввир. Эти имена, если они по отдельности придут, то они близкие по смыслу. И означают, вкратце, тоже творить. Но в этом аяте они, когда пришли вместе, то каждый из них дает определенный смысл. Да, это сура Аль-Хашр, известный аят. Аллах говорит: Он Аль-Халик, Он Аль-Бари и Он Аль-Мусаввир. И в данном аяте Аль-Халик означает: Он тот, кто предопределяет. Он определяет перед тем, как сотворить. А имя Аль-Бари означает: создает из ничего, творит из ничего. И Аль-Мусаввир означает дает облик, сура, дает облик, какой пожелает. То есть Аллах Субхану ва Тааля, когда что-либо создает, Он в первую очередь это предопределяет, потом Он это создает, сотворяет в том облике, который Он пожелает. Велик Он, Аллах Субхану ва Тааля. И в другом аяте Аллах говорит: «Фи айи суратим ма шаа раккабак». Он дал вам тот облик, Он собрал вас в том облике, которым Он пожелал. И в другом аяте Аллах говорит: «Валякад халакнакум thumma савварнакум». Мы сотворили вас, то есть мы предопределили, сотворили вас и дали вам облик, говорит Аллах Тааля. «Ма асаба мин мусибатин фил арди, валя фи анфусикум, илля фи китабин мин кабли ан набра'аха. Инна залика аля Аллахи ясир». И в этом аяте приходится глагол бараа, сотворил, чтобы какое бы несчастье вас не постигло на земле, оно все в Писании, предопределено, прежде чем мы вас сотворили, говорит Аллах Тааля. «Хуа аллади халакакум фаминкум кафиру ва минкум му'мин, валлаху бима та'малуна басир». Он сотворил вас, предопределил вас, и среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И Аллах ведает, и Аллах слышит, и видит то, что вы совершаете. «Инна алладхина кафару мин ахли аль-китаби валь мушрикина фи нари джаханнама халидина фиха». Те, которые, вот аят, суру читали мы на намазе Аль-Иша, да, Аллах Субхану ва Тааля говорит: те, которые отвернулись, стали неверующими из числа обладателей Писания, христиан и иудеи, да, и многобожников, они будут вечно в аду. Они будут вечно в аду. Они являются наихудшими творениями, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Инна алладхина аману ва амилу ссалихати улаика хум хайрул бария». А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, они являются наилучшими творениями, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Джазаухум инда раббихим джаннату ададин таджри мин тахтиха аль-анхар». Их наградой будет у их Господа райские сады, по которым текут реки. Они будут там вечно, Аллах доволен ими, и они были довольны Аллахом. «Залика лиман хашия рабба». И это уготовано для тех, кто боится Аллаха, говорит в суре Аль-Байина Аллах Субхану ва Тааля.
И если вдуматься в смысл имени Аль-Халик, Аль-Бари, Аль-Мусауир, да, он тот, кто предопределяет, он тот, кто сотворяет, создает из пустоты, из ничего, и он тот, кто дает облик, то становится ясно заблуждение и отдаленность от истины тех людей, которые поклоняются кому-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть Аллах Тааля, Он Творец, Он предопределил, Он сотворил, Он дал облик, но при этом человек, он посвящает свое поклонение, он возвеличивает кого-то другого, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И это есть величайшая несправедливость. Как Аллах Тааля говорит: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ. Аллах Тааля приводит Муса, слова Моисея, когда он вернулся к своему народу и увидел, что они взяли теленка, да, золотого теленка, которому поклонялись, он говорит: о мой народ, вы совершили несправедливость по отношению к себе, зульм по-арабски. Так покайтесь же к своему Господу, который вас сотворил. Покайтесь же к вашему Творцу и убейте себя. То есть тауба за это деяние было в народе Мусы, Моисея. За этот грех Аллах Субхану ва Тааля потребовал от них совершить самоубийство. Совершить самоубийство, чтобы покаяться. Это было их покаянием. И сейчас, альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля милостивый, Он не сделал нам такой тауба. Он не возложил на нас такое тауба, что за совершение какого-то греха нужно совершить самоубийство. Нет. Альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля облегчил нам, и религия ислам является облегчением. И что говорит Муса своему народу? Вы совершили несправедливость, покайтесь своему Творцу. То есть ваш Творец же Аллах Субхану ва Тааля. Так почему же вы поклоняетесь кому-то помимо Аллаха? Это же есть несправедливость. То есть несправедливость в арабском языке это аззульм, это направлять или ставить что-то в неподходящее место, можно сказать. В место, которое для этого не предназначено, является зульм. И поклонение кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, это есть несправедливость, зульм, то есть поклонение должно быть направлено по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, а они направляют это в то место, которое не заслуживает этого поклонения, тому или чему-то, которое этого не заслуживает. Ни у кого нет права на поклонение, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И из-за этого является это величайшей несправедливостью. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Также опять слова Мусы. И вы же, говорит, взяли себе теленка как божество, и вы являетесь несправедливыми. И следующее. Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Имран говорит: Аллаху аллази джа'аля лакум аль-арда қарара, вассамаа бинаан, ва савваракум фа ахсана суваракум. Тут касательно имени Аль-Мусауир, то есть дающий облик. Он говорит: Аллах, Он сделал для вас землю обителью, местом пребывания, и сделал для вас небо бинаан, строением, ва савваракум, и Он дал вам облик. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. И Он сделал наилучшим этот облик, говорит. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, как в другой суре Аллах говорит, и мы сотворили человека в наилучшем образе. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, и Он дал вам пропитание из благого, из чистого, из тайиба. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. Это Аллах, ваш Господь, говорит. И Аль-Мусауир, то есть дающий облик. И Аллах Субхану ва Тааля, то есть это имя означает: Аллах дал каждому творению облик, который наилучшим образом для него подходит. Который наилучшим образом для него подходит. Вот. И если сторонники теории эволюции, дарвинизма, скажем, смотрят на животных, на разных частях планеты Земли и говорят: вот из-за того, что там холодно, у них такие-то появились чувства, такие-то определенные
качества у животных, или то, что там жираф, он все время тянулся к деревьям, к листьям, из-за этого у него шея длинная, да? То есть они говорят, что из-за таких-то причин, то есть животное само приобрело такие качества. Нет, Аллах Субхану ва Тааля им дал. Аллах Тааля каждому животному, каждому существу дал тот облик, оно не само это приобрело, нет. Это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Вот эти качества у каждого животного, которые есть, которые помогают им выживать, достигать своих целей, искать пропитание, это качества, которые Аллах Субхану ва Тааля им даровал по своей мудрости. И наш облик тоже, он наилучший. У нас то, что в каждой вещи, каждый орган на своем месте, и каждый орган выполняет свою функцию. Аллах Субхану ва Тааля не дал нам копыта, да, не дал нам когти, нет, Аллах Субхану ва Тааля нам дал пальцы. Вот. Расположил наши глаза на лбу, да, не по краям или что. Это все по мудрости Аллаха Субхану ва Тааля и наилучшим образом. Мы даже представить не можем, как бы мы жили, если бы у нас вместо рук, вместо пальцев были когти или еще что, или другие органы других животных. Нет, Аллах Тааля дал наилучший облик каждому своему творению. И Аллах Субхану ва Тааля, Он является дающим облик. И именно из-за этого также было запрещено тасвир по-арабски, то есть давать облик, изваяние или рисование живых существ. Лепить скульптуры, там, вырезать из камня, из дерева, или же рисовать на чем бы то ни было, на камне, на дереве, на листьях бумаги, что бы то ни было, обладающее душой, было запрещено рисовать. Потому что тем самым человек уподобляет себя Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Тааля, Он дает облик, а тут человек, получается, своими руками, он дает облик чему-то живому, воодушевленному, и это было запрещено. Во многих хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, как, например, в достоверном хадисе, который приводят в Бухари и Муслиме, Абдуллах ибн Мас'уда, и говорит, Абдуллах ибн Мас'уд, я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна ашаддан наси азабан инда Аллахи яум аль-кияма аль-мусаввирун». В судный день наитяжелейшее наказание Аллаха будет художникам, можно сказать. Художникам, то есть тем людям, которые рисуют живые существа или изваяния делают живых существ. Аль-мусаввир. И в другом хадисе от Аиша, радиллаху анха, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна шаддан наси адабан яум аль-кияма алладхина юдахуна би халкиллах». Наитяжелейшее, наихудшее наказание в судный день будет для тех людей, которые уподобились творению Аллаха. То есть они, хотя и не нарочно, да, скажем, но они своим этим действием, они уподобили себя Аллаху Субхану ва Тааля. Они дали облик чему-то. Изображению или изваянию они дали облик. И тем самым они уподобили себя Творцу. И за это им будет величайшее наказание. И в судный день Аллах Субхану ва Тааля таким скажет, в судный день Аллах Тааля говорит, дайте ахью ма халакатум, то есть оживите то, что вы сотворили. В судный день, когда вот эти люди придут, художники, скульпторы, да, которые творили что-то, делали изваяния, рисунки, то Аллах Субхану ва Тааля им скажет, оживите то, что вы сотворили. Оживите то, что вы сотворили. И они, естественно, не смогут. У них нет этого дара, этой способности. Нет, на это Аллах Субхану ва Тааля лишь способен. Вот. И это тоже является для нас указанием, да, то, что нельзя рисовать или лепить, или еще что-то, какие-то предметы, обладающие душой животных или людей. Вот. И людей, и детей тоже не надо приучать к этому, да, чтобы они рисовали или лепили вот, какие-то определенные виды существ. Вот. И что касательно этих имен, также имя Аль-Бари, да, Аль-Бари, оно присуще одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля. И нельзя человека называть этим именем.
Барый деген исем бармы, юкмы? Барый. Барый дип кушарга ярамый кешегә. Абдул Барый дисәң була. Ләкин Барый дисәң булмый. Чөнки Барый дигән сүз, то есть Барый, это Бари, тот, который из пустоты что-то создает. А человек, он не может никак сотворить из ничего. Нет. Мы уже говорили, что человек, когда что-то создает, он из материалов, из подручных, и из того, что Аллах Тааля дал им, создает, творит. А что касается имен Аль-Халик, то и Аль-Мусауир, то эти имена можно применять к человеку, не называть человека этим именем, но в арабском языке можно применять, связав с каким-то смыслом. То есть, как, например, слова поэта одного арабского есть: «Валя анта тафри ма халакт, ва ба'ду аль-кауми яхлику thumma ла яфри». Слова поэта, обращаясь к Аллаху, ты, как сказать, творишь или продолжаешь, определяешь то, что ты предположил, то, что ты сотворил, приводится слово арабское, халякт. То, что ты сотворил, ты определяешь, то есть ты его продолжаешь. Ты предопределил, и потом ты это сотворил, продолжил. И другие же народы, говорит, они что-то предполагают, но не всегда они что-то творят, то есть что-то предполагают, но не всегда они это определяют, продолжают. Как поговорка тоже есть, да? Человек, как там? Человек предполагает, Бог располагает. Да. То есть Аллах, субхану ва тааля, Он всегда предопределяет и располагает. А человек же, он предполагает что-то, и в арабском языке халяка, вот это творить, приводится в таком смысле. То есть предположить что-то. Но человек, он не всегда это располагает. И аль-мусауир, то есть тот, который дает облик. Это имя тоже, и это тоже к людям применяется. Как в хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводил, то, что худшие людей, наказания у людей, которые аль-мусауирун, которые давали чему-то облик. Вот. На этом, иншаллах, урок закончим. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Салам алейкум. Нету вопросов? А я?